Открыть или усовершенствовать бизнес в режиме онлайн. В Башкортостане успешно работает единый портал о бизнесе investrb.ru, на котором предприниматели или те, кто хочет ими стать, могут получить исчерпывающую информацию. Поговорим подробно прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами заместитель руководителя Минцифры Башкортостана Динар Шарафудинов. Динар Данилович, здравствуйте. Здравствуйте. Портал investrb.ru существует уже достаточно давно, несколько лет, но сейчас вы ввели несколько нововведений. Да? В чем они заключаются и что сегодня из себя представляет сайт? Вообще инвест-портал, он существует с точки зрения, что есть формальное требование, что в каждом регионе должен быть портал инвестиционный, куда обращаются или где есть информация для инвесторов. Но вот с приходом Раида Фаридовича, с приходом команды Раида Фаридовича, немножко другой, концептуально другой подход был применен к этому порталу. Портал превращается в некий электронный сервис, универсальная площадка или единое окно для предпринимателей, для бизнеса. Соответственно, портал – это некая универсальная электронная консультационная площадка для того, чтобы предприниматель или инвестор мог решать любые свои вопросы и получать ответы на любые свои вопросы для того, чтобы в Республике Башкортостан или открыть бизнес, или развивать, масштабировать, или выходить на экспорт. Насколько эффективный это инструмент по вашей оценке и есть ли отклик от бизнеса? Отклик, естественно, есть. Он есть и положительный, есть отрицательный. Отрицательный здесь он связан, наверное, больше с организационными вопросами. Как раз таки цель портала опрозрачить, придать прозрачности тем действиям, которые, условно, чиновники совершают, да, когда взаимодействуют с бизнесом, когда услуги оказывают, когда какую-то информацию предоставляют или меры поддержки оказывают. Положительные отклики, это там, очень много положительных примеров, когда бизнес-сообщество просто пишет не обращение, но через форму обращения пишут о том, что здорово, мне ответили на все вопросы, и я нашел там, путь, как дальше двигаться. Соответственно, если говорить про структуру самого портала, то там все разложено. Об этом чуть подробнее. Давайте сразу, вот, допустим, есть там, можно получить поддержку до 100 миллионов рублей. Да, это на предпринимательских часах. Давайте я разложу. Давайте, да, Динар Данилович. Вот роль государства, оно создавать условия для того, чтобы бизнес, предприниматель успешно на этой территории развивался, потому что, цинично, да, бизнес – это налогоплательщик. Соответственно, чем больше, чем лучше бизнес развивается, тем больше воронка, на которую попадает предприниматель, или чем шире воронка, тем больше налогов на территории, которые платятся. Да? Соответственно, бюджет пополняется, и государство может свои социальные обязательства выполнять. Исходя из этого, наша цель создать условия, улучшить условия для ведения бизнеса. Соответственно, открыться, сделать открытыми те ресурсы, которые есть у государства. И здесь есть несколько инструментов, да, мероприятий, так скажем. Первый большой – это возможность любого инвестора, который приходит на территорию Республики Башкортостан, через портал непосредственно обратиться к Раиде Фаридовичу или к его команде, попасть на инвест-час и на инвест-часе предложить свою идею или реализовать свой инвестиционный проект. Это вот так называемые инвестиционные проекты, которые там более 100 миллионов рублей. Соответственно, вот если говорить про цифры, то по итогам 2020 года порядка 126 заявок были через портал непосредственно от крупных инвесторов. Это достаточно большая цифра. Да. Доверие, значит, есть у аудитории. Есть. Вот. Если говорить уровнем ниже, когда мы говорим про муниципалитеты, есть так называемый институт бизнес-шерифов, да, когда к бизнес-шерифу, к местному, так скажем, муниципальному служащему, который сидит на месте, на местах сидят, есть возможность обратиться, прийти к нему и тоже решать какие-то вопросы. Соответственно, вот для бизнес-шерифов, для муниципалитетов создан инструмент так называемых предпринимательских часов. Тоже через портал можно, заполнив форму, попасть на предпринимательские часы в муниципалитете и там порешать какие-то свои вопросы. Да, здесь есть определенные сложности с тем, что не до конца еще все бизнес-шерифы понимают, применяет этот механизм, есть определенный негатив от бизнеса, когда просто приходят, но не всегда получают тот результат, который ожидают. Зачастую Но здесь надо добавить, что Раид Фаридович, во-первых, сказал, что будет обучение да. бизнес-шерифов, и все равно будет проведен аудит, и где
не дотягивают, там обязательно проведут работу, чтобы все было на высшем уровне. Только это хотел добавить. Да, все верно. Мало того, портал — это же не просто форма подачи заявки. На портале есть внутренняя часть, в которой весь этот процесс оцифрован. Когда ты подаешь заявку там, на то, чтобы попасть или на инвест-час к главе, или на предпринимательский час к бизнес-шерифу, ты автоматом становишься участником некого оцифрованного процесса. И, соответственно, ты никуда не денешься. Твоя заявка, она никуда не денется. Она двигается по определенному регламенту. Соответственно, на конце ты или меру поддержки получаешь, или отказ получаешь. Соответственно, эти отказы мы потом все мониторим, смотрим, по какой причине отказ, почему отказали, кто отказал, и так далее, чтобы по формальному признаку условно там предпринимателям не относились. И это, надо отметить, каждый раз разбирается, обсуждается как на заседаниях правительства, так и отдельный фокус есть у Александра Геннадьевича Сидякина на проектном офисе по развитию предпринимательства. Соответственно, вообще многие сложные темы или важные темы для предпринимателей, они становятся темой разговора на проектном офисе, куда эти вопросы выносятся и разбираются, и дальше принимаются какие-то решения, вплоть до того, что какая-то административная реформа муниципальная или там на уровне органов власти, чтобы поменять этот процесс, чтобы упростить этот процесс, соответственно, к бизнесу, государству, республика стала ближе. Личный кабинет посетителя есть на сайте investrb.ru. Расскажите, пожалуйста, подробнее о нем. Личный кабинет, сейчас там две стадии. Текущая стадия и будущая стадия. Текущая стадия заключается в том, что в личном кабинете предприниматель может переписываться с бизнес-шерифами, общаться, такая коммуникативная площадка, да. В том числе он может по своим предпринимательским каким-то проектам взаимодействовать с органами власти. В каждом органе власти есть ответственный, который привязан к инвест-часам или к мероприятиям инвест-часов. В личном кабинете предприниматель может получать необходимую информацию, исходя из того, что определенные заявки можно делать, начиная от предпринимательских часов, заканчивая участием на площадке ТАСЭРа, особо экономических зон, и все инфраструктурные меры поддержки, которые доступны. В перспективе, это уже будущая стадия, мы планируем расширить функционал личного кабинета, чтобы можно было вообще со смартфона предпринимателю решать любой вопрос, в том числе подавать заявку на получение какой-то меры поддержки. Все документы у тебя в личном кабинете подгружены, тебе остается только при необходимости выбирать нужную меру и подавать заявку. Дальше уже опять тот же оцифрованный процесс, прозрачный, понятный, с отчетами, с мониторингом, который мы уже дальше анализируем. И также в ближайшем будущем будет доступен функционал, когда ты можешь подписаться на определенные новости, под определенные хэштеги, например, тематики, IT, узконаправленное. Сельское хозяйство, промышленность. И плюс в личном кабинете будет возможность подаваться как организатор некого мероприятия для бизнеса или от бизнеса. Соответственно, это мероприятие попадает на площадку, это площадка такая для предпринимателей, как рекламная площадка. То есть, если ты организуешь что-то крупное, ты можешь инициировать это, и у нас в календаре мероприятий отобразится твое мероприятие. Соответственно, есть определенные стадии модерации, чтобы не было каких-то этих странных историй, да. Но это все будет доступно. Очень удобно. Очень. Самые распространенные вопросы, которые поступают через портал investrb.ru. Есть забавные вопросы, например, к моим коллегам, которые площадку обслуживают, можно сказать, 24/7. Вопрос был, например, я хочу заниматься благотворительностью, какую меру поддержки я мог бы получить, чтобы на территории города Уфы просто всем бесплатно печь блины и раздавать блины, для нуждающихся. Такие есть вопросы, которые из серии я хочу делать добро, как это могу я организовать. Но и есть вопросы, связанные зачастую вопросы, связанные с получением мер поддержки. У нас, кстати, самые популярные обращения — это за финансовыми мерами поддержки от предпринимателей, от бизнеса. Есть вопросы, связанные с открытием бизнеса. Бывает, что, представим, у нас республика сельскохозяйственная же, у нас большинство населения сельское, 40% значительная населения, часть. Значительная часть. Соответственно, представляете, мужика, который живет в деревне с такими руками, и он
пытается какое-то фермерское хозяйство организовать. Соответственно, он обращается на портал с вопросом вообще с чего начать, куда пойти. Тут я хотел просто коротко отметить, что есть специальные разделы на портале, прям по шагам расписано, как ты можешь бизнес открыть, какие документы тебе нужны, какие бланки ты можешь распечатать прямо с портала, заполнить и пойти там в ФНС. Или через какие электронные сервисы, прямо перейдя с портала на сервисы ФНС, Федеральной налоговой службы, ты можешь уже зарегистрировать свой бизнес или подать заявку на открытие лицевого счета или еще что-то. И есть раздел, там, связанный с масштабированием, с расширением, там тоже все разложено по шагам и все понятно. Соответственно, я рекомендую всем предпринимателям, если потенциальным предпринимателям, существующим предпринимателям, если у них возникают какие-то вопросы, лучше начинать с портала. Соответственно, мы постараемся, чтобы, исходя из обратной связи, уже каждый раз улучшались эти сервисы, каждый раз тот контент, который есть на сайте, на портале, он был доступнее, проще. Не так, что там предпринимателю или, условно, этому фермеру, с деревни приходится какие-то нормативы изучать, какие-то там, не знаю, тексты перелопачивать, чтобы понять, как просто ему организовать какой-то бизнес или какое-то хозяйство, которое приносит прибыль. Планы по развитию? Планы по развитию, тут, надо сказать, есть формальные планы, откровенно. Мы ставим перед собой амбициозную задачу, нам Андрей Геннадьевич Назаров ставит амбициозную задачу, Раид Фаритович, чтобы мы в рейтинге ОСИ, в части ежегодно субъекты рейтингуют по инвестпривлекательности. Сейчас мы в топ-10. Да, сейчас мы топ-10, соответственно, 5 лет назад были топ-40. Совершенно верно, да. Задача стоит, что в топ-5 попасть. Это из формальных, Если из реальных, то вообще задача стоит в том, чтобы мы увеличили посещаемость портала, воронку, опять же, чтобы как можно больше предпринимателей, людей, студентов, школьников понимали, что если ты хочешь себя связать с бизнесом, с предпринимательством, то тебе на этот портал, то тебе надо туда идти, и ты найдешь все свои ответы на вопросы. Соответственно, если говорить про реальность, то мы хотим, чтобы наш портал, сейчас он портал, потом он стал универсальной платформой, как Яндекс, Google и так далее. Все современные сервисы, которые удобны, популярны, пользуются успехом и никогда не сбоят. Проблем с ними не возникает. И всегда актуальный контент, который полезен, нужен и доступен. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы уже запишем отдельное интервью, где обсудим новую эту большую платформу. Очень на это тоже надеюсь. Спасибо большое, Динар Данилович. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Башкортостана был заместитель руководителя Минцифры Республики Динар Шарафудинов, и мы говорили об очень удобном сайте для бизнеса и о бизнесе investrb.ru. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.